В эфире итоговая программа новостей. Расскажем о главных событиях уходящего понедельника. В студии Василий Радченко. Здравствуйте. Смотрите в программе. Громкое дело об убийстве девушки в Сунтарском районе получило поддержку обвинения. Виновный проведет срок в колонии строгого режима. Глава Якутии принял участие в открытии детской поликлиники и ряда медотделений в Нерюнгринском районе. Оленчане в эти дни радуются открытию отремонтированной бани. Легкого пара им не желали уже 6 лет. Киностудия 3Т Никиты Михалкова пригласила якутян на съемки биографической драмы «Чемпион мира». В числе счастливчиков – сотрудник нашего телеканала. Мирнинцы приняли активное участие в онлайн-мероприятии «Лучшая дворовая ель». Проявив изобретательность, они смастерили экологичные игрушки-кормушки. Между тем, жители Якутска продолжают поздравлять и благодарить за работу дворников своих домов. Челлендж начали жильцы 203-го микрорайона, и как снежный ком акция набрала обороты по всей столице. Вынесен приговор по уголовному делу об убийстве девушки с особой жестокостью в Сунтарском районе. Установлено, что подсудимый, находясь 18 марта этого года в состоянии алкогольного опьянения в селе Сунтар, из-за ревности нанес множественные удары своей девушке, а также ошпарил ее кипятком, причинив ей термический ожог 3-й степени. В результате полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия. Суд поддержал гособвинение. Подсудимый признан виновным и приговорен к 14 годам в исправительной колонии строгого режима. Психолого-психиатрической экспертизы Конобулов не нуждается в применении принудительных мер медицинского характера. В связи с чем на основании статьи 300 Уголовно-процессуального кодекса является вменяемым лицом и, соответственно, подлежит уголовной ответственности. Исходя из указанных обстоятельств, оснований для снижения категории преступления на менее тяжкую на основании части 6 статьи 15 Уголовного кодекса отсутствует. Оснований для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от него или применения отсрочки его отбывания нет. Также в силу тяжести совершенного преступления отсутствуют основания для применения статьи 53.1, 72.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Преступление, совершенное подсудимым Конобуловым, является особо тяжким. Коллегия присяжных заседателей указала, еще раз повторюсь, что он не заслуживает снисхождения. С учетом личности подсудимого, тяжести совершенного преступления, смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, необходимо назначить наказание в виде лишения свободы на длительный срок с отбыванием в исправительном учреждении. Пожилая женщина погибла при пожаре в Якутске. Огонь вспыхнул в частном доме на улице Лизы Чайкиной. На момент прибытия пожарного подразделения через 5 минут дом горел открытым огнем. Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На ликвидацию пожара привлекались 28 человек и 5 единиц техники. К другим темам. С 1 января в России вступает в силу ряд законов. Так, минимальный размер оплаты труда вырастет на 5,5% и составит 12 792 рубля. Далее, средства материнского капитала можно будет потратить на первоначальный взнос по сельской ипотеке. Кроме того, чтобы стать участником программы, не обязательно быть собственником участка. Также работникам, которые трудоустраиваются впервые, будут оформлять только электронные трудовые книжки. И еще одно важное изменение: вступает в силу закон об особенностях дистанционной работы. Удаленка теперь уже официально перестанет быть поводом для снижения заработной платы при сохранении объема работ. Правительство России направит более 172 миллиардов рублей на развитие дорожной сети в регионах в ближайшие 3 года. Правила предоставления и распределения этих средств утвердил премьер Михаил Мишустин. Якутия получит 240 миллионов рублей. Федеральное финансирование позволит субъектам создать современную и качественную дорожную инфраструктуру, а также внедрить интеллектуальные транспортные системы. Они позволят автоматизировать процессы управления трафиком и помогают снизить количество дорожно-транспортных происшествий. Теперь об эпидобстановке. 190 новых случаев коронавируса выявили в Якутии за минувшие сутки. В столице региона 84 заболевших. В Нерюнгринском районе 15, в Мегино-Кангаласском и Мирнинском по 14, в Алданском 11, в Вилюйском 8. От 1 до 6 заболевших зафиксировали еще в 19 районах Якутии. Лаборатории региона провели свыше 1500 исследований на COVID-19. Также в ходе брифинга об эпидобстановке сегодня замруководителя оперштаба Ольга Балабкина призвала якутян не создавать очереди в торговых центрах в преддверии праздников.
торговые учреждения и точки в в Республике Саха-Якутия вправе работать на более длительное время. Выбирайте для посещения магазинов время тогда, когда, соответственно, там меньше народа. И, соответственно, не подвергайте свою жизнь, прежде всего, опасности. Вирус сегодня есть. У нас в больницах республики сегодня продолжают лечение наши больные. К сожалению, увеличивается количество тяжелых больных, приезжающих и доставляемых из улусов республики. Поэтому очень хочется, чтобы новогодние праздники мы встречали с вами не на больничных койках. Первая партия вакцины против коронавируса «Эпивак Корона» поступила в Якутию. Напомним, она разработана Государственным научным центром «Вектор». В регион прибыло 1200 доз. Одними из первых будут привиты работники здравоохранения и сотрудники Роспотребнадзора. В медицинских организациях развернуто 39 прививочных пунктов, 5 из которых располагаются в Якутске. В столице иммунизация уже началась. В районы вакцина поступит в ближайшее время. Вакцина эта безопасна, она приготовлена из компонентов, которые не содержат абсолютно живого возбудителя. И она рекомендована пока что для лиц до 60 лет. Но в ближайшие дни мы ожидаем, что показания к вакцинации будут расширены. Вакцина ставится двукратно, поэтому вторая дача вакцины будет осуществляться через 2 или 3 недели, то есть 14-21 день. Иммунитет будет вырабатываться уже после второй дачи. Между тем, новый аппарат для лечения коронавируса появился в Центральной районной больнице Мирного. Это ингалятор для вдыхания подогретой кислородно-гелиевой смеси. Аппарат «Ингалит» хорошо зарекомендовал себя при выведении больных из гипотермии, лечении ОРВИ, пневмонии, а также в качестве профилактики заболеваний. Сейчас его активно используют при лечении коронавирусных больных, применяют в комплексе с аппаратом ИВЛ. В Якутии до настоящего времени подобное оборудование не использовалось. Долгожданное открытие городской бани состоялось в Ленске. Она не функционировала с 2014 года. Глава района постановил реконструировать и снова запустить в эксплуатацию. В обновленной бане побывала Светлана Болеева. Торжественное открытие в связи с пандемией собрало совсем немного ленчан. В основном тех, кто так или иначе причастен к возрождению социального учреждения. Я без преувеличения скажу, что для ленчан событие это знаковое. В Ленске уже более 15 лет, наверное, баня не функционировала. Стараниями районного совета депутатов, совета старейшин мы неоднократно собирались, ставили эти вопросы перед главами города и района. И в конце концов новый созыв депутатского корпуса выделил деньги на реконструкцию бани. Перерезал ленту глава района и руководитель муниципального казенного учреждения «Гранит», в чьем видении и будет находиться социальный объект. Реконструкция проведена по инициативе главы района. На эти цели выделено из местного бюджета 39 миллионов рублей. На самом деле, вот эти, наверное, скажем, социальные проекты не обязательно, они нужны, потому что они как бы дают, наверное, социальную ответственность, социальную нагрузку для любой администрации. Но я сегодня хочу поздравить и всех, и поблагодарить всех работников администрации, наш депутатский корпус за проведенную работу за эти годы, что благодаря все-таки нашему, наверное, совместной работе, пониманию этих, скажем, наверное, ремонта и запуска этих объектов, что она обязательно в нашей жизни. После торжественной церемонии была организована небольшая экскурсия по помещениям бани. В раздевалках появилась новая удобная мебель. В женском и мужском отделениях установлены деревянные скамьи. В каждом из моющих отделений индивидуальные душевые кабины и, конечно, сауна с новыми современными электропечами. Рассчитано на 50 человек, 25 женский, 25 мужской. Имеются сауны, парилки. Работает по последней технологии вентиляционная система. Предусмотрена обязательно отдельная кабина есть для инвалидов. Специальные лавочки сделаны, душевая специальная для них предусмотрена. Скоро здесь появится мужская и женская парикмахерская, массажный кабинет и буфет. В холле уже обустроено место для отдыха. Баня, я считаю, это не роскошь, это такое заведение, которое должно быть востребовано. И я желаю всем ленчанам легкого пара, здоровья и посещайте вновь открывшуюся баню.
Насладиться легким паром жители смогли в день торжественного открытия бани. Надо сказать, что многие уже его оценили. Книга отзывов и предложений уже пестрит словами благодарности. Работать баня будет каждый день, кроме понедельника. Билет в баню будет стоить 300 рублей. Льготной категории он обойдется в 150 рублей. Для ветеранов и инвалидов баня бесплатна. Светлана Полеева, Виталий Андреев, Ленск. Киностудия 3Т Никиты Михалкова через якутские паблики пригласила якутян на съемки биографической драмы «Чемпион мира». Как сообщила бригадир по набору, откликнулись более 50 наших земляков от Якутска до Калининграда. Кастинг прошли 7 человек, постоянно проживающих в Москве. Среди них оператор московского филиала нашего телеканала Джур Березкин. По сюжету в фильме показан быт жителей Крайнего Севера. Съемки проходили на оленьей ферме в Подмосковье. Фильм «Чемпион мира» выйдет на широкие экраны в конце следующего года. Лента повествует о легендарном поединке за звание чемпиона мира между Анатолием Карповым и гроссмейстером Виктором Корчным, эмигрировавшим из СССР за несколько лет до этого легендарного матча. А сегодня во всем мире отмечают Международный день кино. С какими итогами завершают непростой 2020-й якутские кинематографисты и чего ждать зрителю в наступающем? В материале Дмитрия Тымырова. Как ни странно, пандемия не стала серьезным барьером для якутских кинематографистов. Как раз напротив, уходящий год по праву можно назвать триумфальным. Ряд региональных кинопродуктов стали победителями и лауреатами различных крупных конкурсов. Одна из них, Дмитрий Давыдов, на российском кинофестивале «Кинотавр» выиграл гран-при. Степан Бурнашов получил тоже гран-при в Выборге «Окно в Европу». Кроме того, кинокомпания «Сахафильм» совместно с московскими студиями участвовала в департаменте кинематографии конкурсе кинопроектов. И 2 проекта у нас было. Один из них, Любовь Борисова выиграла, победила в этом конкурсе и получила на финансирование производства. Возможно, финансирование из федерального бюджета получит и новые проекты Эдуарда Новикова. Он поставлен в резерв, и сейчас кинематографисты ждут решения комиссии. Кроме того, в этом году успешно прошел питчинг проектов на право получения региональной поддержки. В результате 7 якутских проектов также получили дополнительные средства. В этом году состоялся впервые конкурс среди кинопроизводителей на республиканское финансирование кинопроизводства в размере 20 миллионов рублей. Были поддержаны кинопроекты по таким номинациям, как авторское кино, экранизация произведений якутской литературы, анимационное кино, детское кино, дебютное кино и документальное кино. Помимо этого, якутская кинокомпания отныне ежегодно будет получать финансовую поддержку в размере 80 миллионов рублей на обновление своих ресурсов. Это даст Сахафильму возможность стать настоящим центром технических услуг для всех республиканских кинематографистов и позволит поднять качество якутского кинопроизводства еще выше именно в техническом плане, поскольку в содержательном наше кино уже подтвердило свою уникальность и глубину. Вообще в киносфере России, то есть, и, может, за пределами уже начинают узнавать, уже знают. Если какие-нибудь фестивали мы там заявляемся, уже не смотрят так, как тогда, допустим. Нет, уже ждут, потом уже считают нас конкурентами. В этом году якутская кинокомпания планировала выпустить 17 кинопродуктов, но из-за пандемии реализовать их не получилось. Впрочем, представители индустрии нашли в этом плюсы. Появилось время доработать спорные моменты и возложить все надежды на наступающий год. Возможно, он будет богат не только на новые фильмы, но и на очередные достижения. Сегодня, как вы знаете, День международного кино, поэтому от имени Союза кинематографистов Якутии, от имени кинокомпании «Сахафильм» хотел бы поздравить всех кинематографистов Якутии с этим хорошим, примечательным днем, чтобы они не унывали, держались, чтобы они всегда держали в руку пульсе кинокамеры. И творческих успехов в дальнейшем. Дмитрий Тымыров, Елизавета Васильева, Павел Пахомов, Якутск. Сейчас короткая реклама и смотрите далее в программе. Глава Якутии принял участие в открытии детской поликлиники и ряда медотделений в Нерюнгринском районе. Мирнинцы приняли активное участие в онлайн-мероприятии «Лучшая дворовая ель». Между тем, жители Якутска продолжают поздравлять и благодарить за работу дворников своих домов.
Это итоги дня. Продолжаем программу. Глава Якутии с рабочим визитом посетил Нерюнгринский район. Айсан Николаев принял участие в открытии детской поликлиники после капитального ремонта, который был начат по его поручению в мае 2019-го. А также посетил другие отделения Центральной районной больницы и проверил оснащение медицинским оборудованием. Екатерина Павлова продолжит. Апгрейд медицины Южной Якутии начался с самых маленьких пациентов. Сегодня в Нерюнгри открылась детская поликлиника, капитальный ремонт которой в рамках программы развития Дальнего Востока проводился с 2019 по 2020 годы. Здание детской поликлиники площадью 5185 квадратных метров рассчитано на 300 посещений в одну смену и отвечает всем современным требованиям. Оказание медицинской помощи пациентам будет проводиться в рамках новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, для которой внедрены бережливые технологии, произведено разделение потоков пациентов, разработана интуитивная навигация. На возрождение поликлиники было направлено порядка 240 миллионов рублей из федерального и республиканского бюджетов. Это еще не все. Мы еще здесь должны до конца довести работы по благоустройству, обустройству подвальных помещений. Но это вот именно те работы, которые уже не будут мешать главной задаче поликлиники. А главная задача поликлиники уже с завтрашнего дня принимать здесь наших маленьких пациентов, обеспечивать их здоровье. Здоровье людей очень важно, и недаром я вот следующий год Якутии объявил годом здоровья, но здоровье наших детей, оно просто бесценно. По национальному проекту здравоохранения для Нерюнгринской центральной районной больницы закуплено самое современное тяжелое медицинское оборудование – аппарат МРТ и ангиограф. Таких устройств в Нерюнгринском районе раньше не было, и они были крайне востребованы. Сегодня на месте появилась возможность лечения больных с сердечно-сосудистой патологией. Ангиография и проведение эндоваскулярных вмешательств позволит сократить время оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи нерюнгринцам, а магнитно-резонансная томография позволит проводить диагностику злокачественных новообразований на ранних стадиях развития. Нам позволит повысить качество и доступность оказания медицинской помощи в этом направлении с одной стороны, с другой стороны повысит уровень нашей организации на более высокий уровень. Сан Сергеевич, мы справились с данным проектом и готовы в будущем к новым проектам. Спасибо большое. С открытием новых медицинских объектов в районе сделан огромный шаг в будущее. Ведь улучшение системы здравоохранения – это один из показателей улучшения качества жизни населения. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерюнгри. Население Якутии сможет ознакомиться с результатами противодействия коррупции в регионе в начале 2021 года. Поручение опубликовать отчет Республиканской комиссии дал глава Якутии. Айсан Николаев провел итоговое заседание, в ходе которого озвучил, что нынешний национальный план противодействия коррупции впервые выполнен с расчетом на 3 года и акцентирует внимание на проблемах конфликта интересов и госслужбы, расширяя круг лиц и механизм контроля. Подводя итоги, Айсан Николаев констатировал, что в целом в 2020 году проведена серьезная работа в части предоставления декларации о доходах и устранения конфликта интересов в госслужбе, но при этом говорит, что все хорошо, к сожалению, пока нельзя. Предстоит большая работа на уровне органов местного самоуправления, исполнительных органов власти и их подведомственных учреждений. Также Айсан Николаев принял участие в итоговом заседании компании «Железные дороги Якутии». В этом году объем перевозок прогнозируется на уровне 6 миллионов тонн. Грузооборот более 1,5 миллиардов тонн на километров, что составляет 100% от плана. Рост обусловлен открытием прямого железнодорожного сообщения до станции Нижний Бестях. С марта по июнь спад пассажиропотока составил 70%, однако удобная схема до Якутска, открытие новых билетных касс и создание новых направлений без пересадочного движения позволили компании перекрыть негативное влияние пандемии. В следующем году железные дороги Якутии планируют расширить географию пассажирских перевозок, организовать собственный скорый поезд по маршруту Нижний Бестях-Владивосток. Крестьянские хозяйства со следующего года за одну голову дойной коровы будут получать субсидию в 35 тысяч рублей. Раньше такую денежную помощь предоставляли только тем фермерам, у которых в собственности есть участок площадью не менее 2,5 гектаров. Также хозяйственники были обязаны отчитываться, куда потратили субсидию. Теперь же это не потребуется. Нужно лишь сохранить количество животных. Если хоть одна голова убудет, то фермеру придется вернуть сумму субсидии. Об изменении порядка выделения средств нашему телеканалу рассказал министр сельского хозяйства Александр Атласов. Кроме того, фермеры не должны забивать тех животных, которых внесли в хозяйственную книгу. Только в случае травмы нужно взять справку от ветеринарной службы.
Следующая станция – Новый год. В преддверии праздников на кольцевой линии московского метро запустили тематический поезд «Еж». Кабина машиниста оформлена гирляндами и неоновой подсветкой. А войдя внутрь вагонов, люди попадают в настоящую новогоднюю сказку. На кадрах двери украшены красными бантами и золотыми елками из мишуры. Кроме того, в вагонах появились разноцветные шары, светящиеся огни и тематические рисунки. Состав будет курсировать каждые полчаса, вплоть до 8 января включительно. А впервые такие поезда появились в московском метро в 2016 году. Очень красивая новогодняя погода, настроение такое замечательное. Вот поехал за покупками своим родным, подарочки, не подарочки. Вот, все очень круто. Привыкла, что обычно в поезде так тускло все, там где-то свет моргает, шумно, а сюда заходишь и сразу же так одухотворяешься, хочется сразу добрые дела делать. Я считаю, что вообще эта вещь полезная и нужно делать это везде, даже не только в поездах. Очень классно. Мирнинцы приняли активное участие в онлайн-мероприятиях. Так, в конкурсе «Лучшая дворовая ель». Они проявили изобретательность и смастерили экологичные игрушки-кормушки. Какие еще новшества предложили мирнинцы, знает Марфирина Алексеева. Ежегодно перед Новым годом жители города Мирного украшают ели и участвуют в новогоднем конкурсе на лучшую дворовую ель. В этом году наше внимание привлекла ель, украшенная экологическими игрушками. Эти игрушки служат не только украшением, но и кормом для птиц. Сейчас мы пообщаемся с автором этой прекрасной ели и спросим, откуда у вас такая идея. Скажите, пожалуйста, нам, Анна. Здравствуйте. Мы каждый год участвуем в разных конкурсах и часто делали кормушки. Кормушки наши были раньше из пластика, из молочных пакетов, и мы развешивали их в парке. Но они были не экологичные, и по весне, конечно, удручающая картина в парках бывает. И в этом году к нам пришла идея сделать такие полностью биоразлагаемые кормушки. Они сделаны из корма для птиц, зерна, которые полностью подходят птичкам. То есть птичкам нельзя давать хлеб, тем более ржаной, да, семечки жареные нельзя. И вот мы их делали, покупали корм в магазине специализированном, смешивали это с желатином, дальше заливали их в форму, делали из таких соломенных трубочек дырочки, и в эти дырочки потом просовывали бечевку. Бечевка тоже прекрасна тем, что она может служить потом птичкам на то, чтобы они строили гнезда. И вот мы детей приучаем к экологичности, беречь и заботиться о братьях наших меньших. Дениска, что ты хочешь сказать? Хочу сказать, что если все люди мира будут такие делать кормушки, что если будем мы другие делать, что экология разрушится. А если будем делать такие кормушки, что экология не будет разрушаться. У жителей города Мирного уже стало доброй традицией подкармливать обитателей городского парка. Так, накануне предприниматели сделали новогодний подарок птицам и белочкам Березового парка. Разместили деревянные домики для того, чтобы они послужили пристанищем в холодную зимнюю стужу. Да и просто порадовали глаз гуляющих. Марфирина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный. Как снежный ком в Якутске набирает обороты акция «Твори добро», которую запустили жильцы одного из домов 203-го микрорайона. У себя во дворе, под елочку, они положили сертификат для дворника на покупку телевизора. Так они отблагодарили его за добросовестный труд. К акции добра начали присоединяться другие горожане. Сюжет Юлии Михайловой. Евдокия Дмитриевна трудится дворником уже много лет. Совсем недавно с легкостью содержала в чистоте и порядке дворы еще 2 домов. Теперь в ее ведении остался 1 дом. Видать, возраст, она стала убираться только на этом доме, и те 2 дома оставила. И вот жильцы тех домов в прошлом году, они уже, значит, без вот такого челленджа, они собрали тоже деньги вместе с нами, они в прошлом году тоже дарили подарок. Евдокия Дмитриевна – одна из немногих женщин-дворников в столице. Работа тяжелая, особенно зимой, когда приходится содержать двор в чистоте, несмотря на крепкие морозы. В этом году холодно и много снега. Снега выпадает больше месячной нормы. С каждым годом осадков все больше и больше. Мы очень рады, что вы у нас работаете. Хорошо убираетесь, и люди очень благодарны и вам, и ценят и нашу управляющую компанию. Поэтому позвольте вас еще раз поздравить, вручить вам вот такое благодарственное письмо. Письмо от Совета дома и от управляющей компании. И от всех нас вручить вот такой скромный подарок.
денежный, который вы можете потратить на все, что вы хотите. Спасибо. С позаранку и в зной, и в холод Евдокия Дмитриевна убирает свой двор. Это 3 подъезда новостройки. Скромная и большая труженица. Так они отзываются все жильцы дома. Я вот выхожу рано на работу, да, и всегда она подметает. Всегда у нас урны убраны, всегда мусор там, то, что ветер раскидает. Все всегда на своих местах. Тротуары, все чистое. Поэтому мы решили присоединиться к этому челленджу. Мы слышали, да, что в городе Якутске у нас такое проходит, и мы решили присоединиться и также поблагодарить нашего дворника за всю ее работу. Наверное, именно от старательности дворника. В самом доме царят уют и чистота. Лифт дома с самого заселения жильцов превратился в арт-объект. Еще активисты дома устраивают различные праздники для жильцов. Один из любимых у детворы – конкурс рисунков и утренники с Дедом Морозом. Поэтому участие в челлендже «Твори добро» поддержали всем миром. Юлия Михайлова, Георгий Григорьев, Якутск. Это были главные события понедельника. Наш телеканал продолжит следить за новостями. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию. Спасибо за внимание и до свидания.